Здравствуйте! В эфире телепрограмма «Моя история» медиацентра исторического парка «Россия. Моя история». Состоялось ежегодное послание главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. В послании было отмечено, что будет создана на постоянной основе выставка о специальной военной операции. Мы гордимся земляками, удостоенными в этом году звания Героя России: Александром Колесовым, Алексеем Неустроевым, Филиппом Евсеевым и Дмитрием Егоровым. Александр Колесов и его боевые товарищи здесь, в этом зале. Давайте поприветствуем наших героев в их лице, всех защитников Отечества. Спасибо. Дорогие друзья, также я прошу почтить минутой молчания память Героя России Дмитрия Егорова и всех бойцов, которые отдали самое, что есть дорогого у человека, свою жизнь за нашу Родину. Спасибо. Дорогие друзья, в 2025 году мы будем отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата и память о бессмертном подвиге нашего народа должна еще крепче объединить нас всех от мала до велика. Я прошу правительство, органы местного самоуправления активнее вести подготовку к великому празднику, беря во внимание все самое важное – и заботу о ветеранах, поисковую работу, благоустройство мемориалов и, конечно же, участие всех якутян в сохранении исторической правды наследия старшего поколения. Страна переживает переломное время, борется за свою свободу. Патриотическое воспитание молодых, их духовно-нравственное формирование – это не просто важная целевая задача, это, по большому счету, залог будущности нашего Отечества. В республике развернута большая работа в сфере патриотического воспитания. В ней участвуют все органы власти, общественные объединения, такие как региональное отделение Юнармии, волонтеры Победы, Движение первых и многие другие. В 2024 году при поддержке Юрия Петровича Трутнева должно открыться республиканское отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания войн. Наша молодежь показывает свой высокий патриотический настрой. Именно те молодые люди, которые до специальной военной операции мы называли детьми, мальчиками, сегодня встали на защиту нашей Родины. На их примере, на примере всех, кто считает своим долгом, трудом, волонтерством приближать победу, нам надо воспитывать юное поколение. Я в этой связи поручаю правительству ускорить создание молодежного центра «Патриот», миссией которого будет координация всех форматов патриотического воспитания, развития добровольчества и информационного сопровождения работы с молодежью. Также на первом антифашистском форуме в Якутске я дал поручение правительству по созданию постоянной экспозиции, посвященной героям специальной военной операции в музейном комплексе «Россия. Моя история». В 2024 году это поручение должно быть исполнено. В нашей студии директор исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрий Иванович Соловьев. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Добрый день. Дмитрий Иванович, ведь не случайно глава республики в своем послании заговорил о создании постоянной выставки о специальной военной операции. Принимаем это с гордостью, и это для нас честь выполнить данную работу. Мы предусмотрели и выделили для этой постоянной экспозиции 100 квадратных метров в рамках большого зала на втором этаже. Там есть, скажем, определенное пространство, которое нам нужно соответствующим образом отделить, сделать шумоизоляцию, кондиционирование, электрифицировать соответствующим образом и начать уже работу над дизайн-проектом и использованием тех средств, которые могли бы, скажем, современных мультимедиа-средств, которые могли бы представить информацию в более таком сжатом, компактном, но очень информативном и интересном
с точки зрения подачи современной виде. Исторический парк уже на протяжении, получается, 2 лет работал, создавал выставку «Якутия-Новороссия», где представлены уже определенные результаты вашей работы и коллектива в том числе. Мы встречаем очень позитивную реакцию на наше обращение. Дело в том, что материалы это могут быть и личные, скажем, опыт, фотографии, это какие-то комментарии, это видео наших военкоров, это амуниция, которые, какие-то предметы, которые военнослужащие привозят с собой. Одним из ярких проявлений доверия к историческому парку является получение вещей Героя России Дмитрия Егорова на первом антифашистском форуме Якутии. Поэтому это важнейшая совершенно составляющая любой экспозиции – это натуральный предмет. Мы благодарны всем, кто с нами сотрудничает, кто, по сути, становится соавтором этой экспозиции. Исторический парк – это музей-парк, но здесь сразу работает несколько площадок. Дмитрий Иванович, какие планы у парка уже в будущем году? Это Новый год. Новый год мы планируем открыть выставку по истории Нового года. Это, я думаю, будет интересно. И вот мы сейчас над ней работаем. Дело в том, что выставочный план у нас довольно напряженный. И получилось так, что мы эту выставку откроем 4 января. И она будет сопровождаться, также у нас уже, в принципе, проходят и утренники, и новогодние мероприятия, и мастер-классы новогодние. Да? Это все можно увидеть в наших соцсетях, на сайтах и так далее. Да? Участников ждет праздничная программа, где они могут как развлечься, так и узнать что-то новое. А также встретиться с Дедом Морозом. Исторический парк непосредственно перед наступлением Нового года проводит тематические экскурсии, посвященные истории Нового года. В рамках новогодних праздников в нашем мультимедийном комплексе проводятся квест-игры для разных возрастов. В рамках новогоднего праздника у нас проводятся мастер-классы для разных возрастов детей. На, держи свою красавицу.
касается планов на 2024 год, план очень обширный, выставочный план я имею в виду. Ну, вот он начинается как раз-таки вот с этой выставки, потом у нас планируется выставка, посвященная снятию блокады Ленинграда. Вот такая большая дата у нас предстоит. Далее мы планируем запустить выставку «Россия будущего». Вот это некий, можно сказать, аналог выставки, значит, «Россия», которая у нас сегодня проходит на ВДНХ. Пребывая на этой выставке, ты понимаешь, насколько у нас огромная, насколько у нас разнообразная, многообразная страна, она многоликая. И Кусочек выставки из Москвы на ВДНХ появится здесь, в Якутске, да? Ну, нет, это не совсем так, но это пусть будет это наша маленькая тайна, да. Вот, там будут применены новые технологии, викторины, кинотехнологии. В общем, это будет очень интересно подрастающему поколению не только. Когда это будет? Это примерно? будет середина февраля. Ну, далее у нас выставочный план очень насыщенный. Ну, есть даты, допустим, у нас 125 лет Степану Максимовичу Аржакову. Планируем мы выставку, запланирована у нас выставка по газовой промышленности. В общем скажу, что у нас в год мы делаем собственноручно более 20, самое минимальное у нас 21 выставочный проект был. Пиковое значение у нас 51 тематическая выставка. Ну и, естественно, наши постоянные экспозиции, это история России, история Якутии, ну, у нас всегда присутствует. За уходящий год нас посетило более 80 тысяч посетителей. Мы на этом не останавливаемся, мы разрабатываем новые программы, вот, новые форматы работы, вот, делаем наши, значит, помещения более комфортными. Вот, и добро пожаловать. Всех приглашаю в исторический парк. Всегда у нас интересно, всегда у нас полезно. И я тоже приглашаю исторический парк «Россия. Моя история». Дмитрий Иванович, поздравим всех с наступающим Новым годом. Имея такую прекрасную возможность поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, конечно же, счастья, исполнения желаний. Вот. Новый год – это всегда какое-то чудо, всегда какое-то таинство, радость, вдохновение. Вот. И давайте будем стремиться, трудиться, учиться, работать на благо нашей страны, на благо нашей Якутии, на благо наших родных. Вот. И пусть будут все здоровы и счастливы. С Новым годом! До скорой встречи!